Что мы знаем о малочисленном коренном народе Крайнего Севера? Так это то, что они хорошо ладят с оленями и любят рыбу. Ну а как же выглядят современные чукчи? В Уфу приехала этноблогер Карина Камчатка. Она в онлайне рассказывает о коренных народах Крайнего Севера, а в офлайне руководит детским национальным ансамблем «Каюпель» и продвигает по стране культуру своего края. В этом году в столицу Башкортостана она планировала посетить в качестве участницы Всемирной фольклориады. Но, как известно, это мероприятие отложили на 2021 год. Амтот МГТЮ, здравствуйте, уважаемые жители Башкортостана. Я очень рада быть вашей гостью. На самом деле у вас очень красивая речь, и вы все говорите от мала до велика. У нас с этим небольшие проблемы. Маленькие дети уже, даже моя мама забыла родной язык. Смотря на ваш костюм, вы их сами шьете? Вообще этот костюм мне передался от бабушки. Это очень сакральный, да, сакральная одежда. Вот эти все солнышки, все вот эти вот висюльки, это все оберег, все меня охраняет, все меня оберегает. Специально для гостей и для жителей Башкортостана я покажу, как наш камчатский корякский бубен извлекает звук, да? Как я вижу, по бубну можно только стучать. Ну а как другим подражать животным? Так, давай тогда мы с тобой сделаем вместе. Я говорю, например, ворона, и ты мне подражаешь. Хорошо, вторишь? Поддерживает ли молодежь традиционное движение, там, игры на бубне, танцы, пародирование животным? Угу. Со временем, конечно, раньше вот какой-то период ребята стеснялись, что, например, я коряк, я чукча. То сейчас со временем ребята очень близко находятся с традициями, изучают, проникают, спрашивают у родителей, у бабушек своих, пока они живы. Никита Гуров, Карина Ятаргина, Камчатский край, специально для горы новостей. Алтаукун.